С поставленными задачами президента Российской Федерации Владимира Путина Махмуд Али Калиматов справляется. Назначение главы Ингушетии на второй срок 8 сентября 2024 года – это результат высокого доверия руководства страны и наглядный пример эффективной работы в регионе. На торжественной инаугурации Махмуд Али Калиматов год назад отметил, что слишком много задач, которые нам предстоит решить, и самое главное – сделать нашу общую родину процветающей. Как и в 2019 году, в 2024 глава дал присягу исполнять поручения президента и развивать нашу общую родину. Я, Калиматов Махмуд Али Макшарипович, вступая в должность главы Республики Ингушетия, обязуюсь соблюдать и защищать Конституцию Республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на меня народом Ингушетии обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность Республики Ингушетия. В канун праздника президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2025 год годом защитника Отечества в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне и в знак благодарности ветеранам и участникам специальной военной операции. Соответствующий указ был подписан 16 января 2025 года. В республике праздник отметили масштабно. Главная площадь региона превратилась в огромную сцену под открытым небом, став эпицентром празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Десятки жителей и гостей республики собрались здесь, чтобы вместе отметить праздничный для всей страны день. Масштабное мероприятие стало ярким свидетельством того, что подвиг предков жив в сердцах потомков. С 80-летием победы жителей региона поздравил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Мы будем чтить, всегда восхищаться нашими воинами и будем восхищаться всеми людьми, которые у нас отдали жизнь и сегодня стоят на страже. Глава республики особое внимание всегда уделяет героям и тем, кто в 40-х приближал Великую Победу, и тем, кто сегодня, как их деды и прадеды, отстаивает интересы своего отечества на передовой. Махмуд Али Калиматов лично посещал ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Медарова, которого не стало 14 апреля 2025 года. Дедушка всегда встречал главу Ингушетии с особой теплотой, видел изменения в республике и всегда желал народу процветания. За всю твою деятельность, за твою жизнь благодарны в целом страна, благодарна республика и благодарен город, в котором ты жил и живешь. Как и все регионы нашей страны, Ингушетия особое внимание уделяет людям, которые отстаивают интересы России на передовой. С первых дней Ингушетия вместе со своими. Республика отправила 1000 тонн груза на передовую, поддерживает наших бойцов, пострадавших жителей и не только. Большую помощь регион оказывает и подшефному Токмакскому району. Туда направлено несколько партий груза со строительными материалами, а для детей учебные пособия, канцтовары и не только. В Ингушетии действует более 20 дополнительных мер соцподдержки таким семьям. Ни один праздник не обходится без благотворительных акций. Огромное внимание уделяют каждому нашему защитнику. Мы обязаны им помогать, всегда отмечает Махмуд Али Калиматов. Все, и те, которые здесь не находятся, гордость Ингушетии еще. Я все выслушаю. И я вам скажу, что все, что возможно, вы являетесь героями России, каждый, кто там находится, а для нас двойные герои, дважды герои вы нашей республики, вы хамни, потому что это тоже задевает, да, мочавали, вети. Я с Ингушетии, я житель, я ингуш, я алчди. Безусловно, самым ярким и значимым событием в истории можно назвать вековой юбилей государственности родной республики. Культурные и тематические мероприятия проходили по всему региону круглый год, а главные торжества состоялись в Сунже в конце сентября прошлого года. Грандиозный концерт ознаменовался своеобразным экскурсом в историю народа, который представили в театрализованной постановке. В ней приняли участие более 200 приглашенных актеров и артистов. А торжественную часть подхватили лучшие творческие коллективы не только Ингушетии, но и всего Северного Кавказа, Южного федерального округа и ближнего зарубежья. Искренне хочу поздравить всех со столетием государства Ингушетии, желая новых творческих высот и побед.
мира, счастья, благополучия, процветания нашей родной республики, всем народам нашей России. Спасибо. Глава Ингушетии с первых дней отмечает, как важно уделять внимание нашей истории, культурному наследию и людям, которые стояли у истоков обретения нашей государственности. В этом году в Магасе торжественно открыли памятник выдающемуся ингушскому деятелю Идрису Зязикову. Монумент установлен на площади перед администрацией главы республики. В открытии принял участие Махмуд Али Калиматов. Идрис Зязиков, чье имя уже носит главный проспект Магаса, был одним из основателей Ингушской автономной области, ее первым руководителем. Идрис Зязиков был не только политическим лидером, но и настоящим борцом за справедливость. Именно он сыграл ключевую роль в создании Ингушской автономной области и стал первым руководителем. Благодаря его усилиям ингушский народ получил возможность развивать свою государственность, культуру, экономику в составе единой России. В приоритете исполнения поручений президента Российской Федерации в виде национальных проектов. За 5 лет на их реализацию в Ингушетии было выделено более 50 миллиардов рублей. Эти средства были направлены на выполнение 328 мероприятий в рамках инициатив президента Российской Федерации. Это новые школы, ФАПы, больницы, современные дороги, качественное оборудование и не только. Успехи региона отмечают руководители регионов, которые посещают республику с дружественным визитом. Поездка в Ингушетию произвела на меня культурный шок, отметил глава Татарстана Рустам Минниханов, который посетил регион в мае этого года. Делегация побывала в агропромышленных предприятиях. Главы 2 регионов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Раис Татарстана Рустам Минниханов был приятно удивлен развитием Ингушетии, ее возможностями и той красотой, которую он здесь увидел. В Ингушетии много наслышан первый раз. И второе, к моему стыду, мы так мало знаем, оказывается, о нашей стране, об этой прекрасной земле, об этой природе, о добрых, красивых людях, о башнях, которых я даже не знал, столько башен здесь. То есть для меня это был некий культурный шок. Я очень впечатлен и природой, и очень вкусная еда у вас, позитивные люди. В Ингушетии успешно функционируют такие крупные инвестиционные проекты, как Сад-Гигант, птицекомплекс Южный, агрокомплекс Суджа и многие другие. Последние годы в Ингушетии это время самых больших инвестиций за всю историю нашего региона. Махмуд Али Калиматов находит возможность за счет внебюджетных средств развивать республику, сделать ее конкурентоспособной, современной и инновационной. Благодаря договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова с меценатом и основателем группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым в Ингушетии открыли ряд современных объектов. Это школа 21 от Сбера, смарт-отель. Проводятся работы по благоустройству кладбищ, реставрации башен и строится современный торгово-развлекательный центр и не только. Особое внимание туризму. В этом году в Джейрасском районе Ингушетии состоялась торжественная церемония закладки камня под строительство нового 5-звездочного отеля «Цейлуам», запланированного к открытию в 2026 году. Этот инвестиционный проект, который инициировал глава республики Махмуд Али Калиматов в 2020 году, реализует инвестор Алаудин Парчиев. Проект станет ключевым элементом развития туристической инфраструктуры региона. Гостиница на 40 номеров, 100 койко-мест, будет включать спа-центр, ресторан европейской кухни на 100 посадочных мест, паркинг для автобусов и микроавтобусов и не только.
За годы работы в должности главы республики Махмуд Али Калиматов сумел наладить конструктивный диалог с бизнесом, политиками, лидерами общественного мнения, выстраивать правильные правовые отношения со всеми и каждым отдельно. Безусловно, самым большим достижением республики за годы работы Махмуда Али Калиматова – это сокращение государственного долга, увеличение налоговых поступлений в бюджет, повышение индекса промышленного производства, реанимирование простаивающих предприятий и новые инвестиционные проекты. Высокие показатели региона отмечены правительством Российской Федерации. Хочу сказать, что это поддерживается правительством Российской Федерации. Это абсолютно идет в русле импортозамещения, о котором сказал президент. То есть республика соответствует задаче, поставленной президентом Российской Федерации по технологическому суверенитету именно сейчас в этой отрасли. Ну и, конечно, хочу сказать слова благодарности команде, руководителя региона, тем инвесторам, которые сегодня вложили в экономику Республики Ингушетия, при поддержке, в том числе правительства Российской Федерации. Будем и дальше вместе работать, чтобы развивать экономику Республики Ингушетия. Отдельное внимание глава республики Махмуд Али Калиматов с первых дней уделил простаивающим объектам и объектам, построенным с допущенными нарушениями. Более 2 миллиардов рублей вложено в завершение строительства 19 долгостроев с 2019 по 2025 годы. Это детский сад в Новом Реданте, школа номер 1 в Карабулаке, психонаркологический центр в Плиеве, многоквартирные дома в селениях Южная и Новый Редант. И не только. Благодаря вмешательству главы республики все замечания на объектах устранены. Сегодня они успешно функционируют и отвечают стандартам качества. Создано свыше 2500 рабочих мест. Цифры приведу. 5 лет назад у нас незавершенка была в сумме на 32 миллиарда. Сегодня 1 миллиард 800 миллионов. Это не просто, понимаете? Это жесткая экономия. Это строгий контроль. Огромное внимание глава республики уделяет детям. В рамках национальных проектов и федеральных программ за последние 5 лет построено 37 школ на 22 950 мест и 49 детских садов на 9,5 тысяч мест. Создано более 7 тысяч рабочих мест. В 2024 году открыто еще 5 общеобразовательных учреждений на более чем 3000 посадочных мест. В этом году, благодаря реализации государственных проектов, личному участию Махмуда Али Калиматова, накануне открыта школа в селении Бердюш, а также капитально отремонтированы 6 общеобразовательных учреждений. Вот у нас есть школы и в других селах есть, и Олкум, и Мужичи, и, понимаете, Вежени там. Ну, то есть в таких селах у нас такие школы красивые. Сегодня президент на социальные объекты, вдумайтесь только, на социальный объект за 5-6 лет. Школы, детские сады, больницы, дом культуры. Нам выделено 50 миллиардов денег. И более 50 детских садов, более 50 школ, более 25 дом культур, больницы, ФАБы. Развитие Ингушетии – это результат поддержки нашего президента Владимира Путина. Все, что строят, открывают, запускают. Огромное внимание федерального центра, за которое мы, безусловно, благодарны. Одним из приоритетных направлений, которое поможет наладить сложившуюся ситуацию с дефицитом добычи воды, является Асинский водозабор. Мощность нового объекта – 100 тысяч кубометров в сутки. Проект лично защищал глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Руководитель региона поделился о важности и необходимости строительства с президентом страны Владимиром Путиным. Объект поможет решить многолетнюю проблему, и глава для этого делает все возможное. Прорывным проектом мы считаем в текущем году это реализация такого стратегически важного объекта строительства Асинского водозабора. Такой же проект, очень важный для нашей республики, является строительство очистных сооружений в городе Сунжи. С 2022 года этот объект нами законтрактован, работы ведутся, уже 46% готовность. К концу 2027 года работы должны быть завершены. Там тоже у нас первоначальное финансирование, которое мы получили, было 4 миллиарда 53 миллиона рублей. По результатам освоения 2,5 миллиардов рублей после корректировок уже появилась потребность протяжения прокладки коллектора до города Карабулак.
По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова всем направлениям развития республики уделяют особое внимание на контроле качества возведения объектов. Сроки исполнения подрядчиками своих обязательств, начиная с 2019 года, по сегодняшний день в нашей республике построено 179 объектов. Также проведен капитальный ремонт, улучшена инфраструктура, дороги, водохозяйственный комплекс и не только. Если говорить по средствам, в общей сложности с 2019 года по линии Минстроя Ингушетии прошло 39,5 миллионов рублей на 1 января текущего года. Ну и в текущем году, как я уже сказал, 1 400 000 мы освоили. Получается, в общей сложности у нас около 41-42 миллиардов рублей. Значительные изменения произошли в системе здравоохранения. В Ингушетии за последние 5 лет построили, капитально отремонтировали 10 объектов медицины. Это современная и долгожданная Кантышевская участковая больница, ФАП селения Южная, участковая больница в Али-Юрте. А в этом году продолжается строительство поликлиники в Сурхахи. Но по праву самое ожидаемое событие в системе здравоохранения региона – это строительство республиканской больницы. С 19 по 24 год у нас проходили мероприятия национального проекта. В рамках этих мероприятий были и построены новые здания. Это и ФАП в Джейрахе, это и ФАП в сельском поселении Южное, это и Сурхахинская амбулатория. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения это и Назрановская районная больница в сельском поселении Кантышева, которая построена с круглосуточным стационаром на 30 коек. Более 500 единиц оборудования закуплено за этот период, вот по сегодняшний день. Также запланировано строительство. Во всяком случае, мы включили в новую программу модернизации первичного звена здравоохранения на ближайшие 5 лет и строительство поликлиники в городе Магаз, и строительство поликлиники в сельском поселении Плива. По количеству населения там должна быть поликлиника. По региону в первую очередь судят, исходя из качества дорог. Об этом не раз говорил глава республики Махмуд Али Калиматов. За 6 лет в Ингушетии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реконструировано 63 дороги протяженностью более 155,6 километров и 3 моста, улучшившие транспортную инфраструктуру республики. Современные и качественные дороги – результат поддержки федерального центра и личной инициативы главы республики. Нормативное состояние с учетом 2025 года 107 объектов. Это свыше 485 километров дорог мы сделали за эти 6 лет по различным программам. Там и федеральные программы у нас были, как национальный проект безопасной и качественной дороги, который завершил свою работу в 2024 году. Это и сельская программа, комплексное развитие сельских территорий. Это еще федеральная программа содействия развитию автомобильных дорог регионального местного значения. И наша госпрограмма региональное развитие автомобильных дорог Республики Ингушетия. Без культуры нет нации. Глава региона Махмуд Али Калиматов всегда отмечает, как важно растить подрастающее поколение с любовью к музыке и искусству. С первых дней пребывания на посту руководитель региона дает поручение строить дома культуры в самых отдаленных сельских поселениях и ремонтировать существующие. За последние годы в Ингушетии возведено 11 ДК и 14 капитально отремонтированы в рамках нацпроекта «Культура». Общий объем финансирования нацпроекта составил 863 с лишним миллиона рублей. Из них 826 миллионов рублей – средства федерального бюджета. В рамках регионального проекта «Культурная среда» в Ингушетии за последние 6 лет проведена реконструкция и капремонт 13 зданий. Это Ингушский государственный театр юного зрителя в Назране, Центр театра, кино и креативных индустрий. И не только. Мы видим позитивные изменения в культурной жизни республики. Растет интерес к искусству, раскрываются таланты наших детей и молодежи. Инвестиции в культуру – это вложение в будущее, в духовно богатую и процветающую Ингушетию. В этом нам помогает национальный проект «Культура», инициированный президентом России. Нацпроект «Культура» дает мощный импульс развитию культурной сферы по всей стране, и Ингушетия является активным участником этого важного процесса. Впереди еще больше масштабных идей, которые, как отмечает глава Ингушетии, будут реализованы. Изменения должен заметить каждый житель республики. Медицина должна быть доступной, образование современным, а жизнь качественной. Именно для благосостояния наших жителей работает вся команда Махмуда Али Калиматова. Дальше больше. Главное – строить будущее вместе. Лина Цичоева, Магаз 24.